Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга White. И перед тем, как мы начнем обсуждать с вами новости уходящей недели, призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим ценным мнением в комментариях. Молодая пара туристов из Германии, 21-летняя девушка и 20-летний парень, оказались в очень опасной ситуации на горе Триглав, на самой высокой горе Словении, около 3000 метров, из-за неадекватной экипировки. Во время спуска с горы они сбились с маршрута из-за тумана и застряли над крутым скалистым участком на высоте около 2700 метров. Особенно тревожным было то, что один из них был в обычных кроссовках, без шлема и страховочного снаряжения. Хорошо, что у них работали телефоны, и они смогли позвонить в спасательную службу. На помощь пришла дежурная команда горной спасательной службы Словении, которая с помощью полицейского вертолета эвакуировала туристов в долину. К счастью, обошлось без травм. Полиция и спасатели вновь напоминают, условия высокогорья могут резко меняться. Поэтому перед походом необходимо тщательно планировать маршрут, следить за прогнозом погоды и иметь соответствующую экипировку. Безопасность в горах начинается с ответственности каждого туриста. В Европе разгорелся скандал после того, как выяснилось, что донор спермы, не подозревая у себя наличие мутации гена ТП53, передал данную мутацию минимум 67 детям, которые были зачаты с использованием его биоматериала. Эта мутация связана с синдромом Ли-Фраумена, который значительно повышает риск развития различных видов рака. На данный момент у 10 из этих детей диагностированы онкологические заболевания. Случай стал известен после того, как две семьи обратились в клиники репродуктивной медицины с сообщением о диагнозах рака у их детей. Расследование показало, что сперма донора использовалась в 8 европейских странах с 2008 по 2015 год. На момент донорства мутация еще не была известна и не могла быть обнаружена стандартными методами скрининга. Эксперты призывают к установлению общеевропейских ограничений на количество семей, которым может быть предоставлен биоматериал одного донора. Также рекомендуется проведение генетического консультирования и регулярного медицинского наблюдения за детьми, получившими мутацию. Европейский банк спермы, предоставивший биоматериал, заявил, что соблюдал все существующие стандарты скрининга, но признал необходимость пересмотра международных регуляций в этой области. Только я рассказала в прошлом выпуске о спорах, ведущихся в Словении об отстреле медведей, как на этой неделе медведица всего лишь в 20 километрах от столицы Словении, в маленьком городке Шкофлица, напала на 59-летнюю женщину, которая рано утром прогуливалась со своей собакой. Медведица почувствовала опасность для своих медвежат и напала на женщину, тяжело ранив ее. Женщина до сих пор находится в реанимации. После инцидента полиция усилила патрулирование в окрестностях, а местных жителей призвали избегать прогулок в лесу. Представители охраны природы пояснили, что такие нападения могут происходить, когда человек неожиданно оказывается рядом с медведицей, особенно если она защищает своих детенышей. Этот случай снова поднимает вопрос о регуляции численности медведей в Словении. А пока что, получается, медведи регулируют численность людей. Если вы являетесь владельцем собаки, то по закону должны убирать экскременты за своим питомцем. В столице Словении Любляны штраф за оставленный на улице собачий экскремент составляет 100 евро. В некоторых других муниципалитетах штрафы могут быть выше. Например, в морском городе Пиран владельцы собак обязаны не только убирать за своими питомцами, но и промывать места, где собака помочилась, а также носить с собой средства для уборки. Отсутствие необходимых средств для уборки может привести к штрафу в размере до 250 евро. И не обязательно, чтобы инспектор полиции поймал вас за руку. Достаточно будет того, чтобы позвонил в полицию, например, ваш доброжелательный сосед, ставший свидетелем данного нарушения. К сожалению, несмотря на высокие штрафы, в Словении проблема собачьих экскрементов на улицах остается актуальной. Лучше заводите кошек, если не хотите убирать за своей собакой. Словения 16 лет подряд входит в мировую элиту по трансплантации сердца. И это не просто громкие заявления. Ежегодно в стране производится около 10 операций по пересадке сердца, а за весь период было выполнено около 500 операций, что при населении около 2 миллионов человек делает ее одним из мировых лидеров на душу населения. Эти успехи стали возможны благодаря сотрудничеству Национального центра трансплантации и клиники в Любляне. Только в 2023 году было проведено 12 операций.
При этом более 80 пациентов живут более 5 лет после пересадки. Это очень высокий показатель. Многие возвращаются к полноценной жизни, включая спорт и работу. Это стало возможным благодаря высокому доверию населения к системе донорства. Число согласий на донорство стабильно высокое. Для тех, кто хочет узнать больше о влиянии трансплантации на судьбы людей, можете перейти на сайт slovenia-transplant.si и посмотреть интервью пациентов. В окружном суде славянского города Крань продолжаются слушания по делу 39-летнего иранца, который убил свою бывшую жену на парковке аэропорта Берник. Женщина вернулась в Словению по делам из Стамбула, где она вышла повторно замуж. Но в словенском аэропорту Берник ее поджидал бывший муж. Он напал на бывшую жену с ножом на парковке вблизи аэропорта. От полученных травм женщина скончалась на месте. У этой пары было 3 общих детей. В суде защита пытается признать мужчину невменяемым. В свое оправдание мужчина говорит, что очень тяжело переживал развод, был в депрессии, хотел покончить жизнь самоубийством. А в день убийства он не помнит, что произошло. Он принял слишком много алкоголя и понюхал вещество на букву «К». Но почему-то в этот день он не забыл прихватить с собой нож в аэропорт. Словенская президентка Наташа Пирц-Мусар выступила на форуме, посвященному жилищной проблематике молодежи и пожилых людей. Она подчеркнула, что жилье не должно быть роскошью, а должно отвечать базовым человеческим потребностям. Пирц-Мусар отметила, что в Словении наблюдается дефицит жилья. На 1000 человек приходится около 410 квартир, что ниже среднего по Европе. Молодежь сталкивается с трудностями при поиске жилья из-за высоких цен и нехватки доступных вариантов, что задерживает процесс отделения от родителей. Президентка призвала к реформам жилищной политики, включая строительство доступного жилья и улучшение инфраструктуры для пожилых людей. Однако ее заявление вызвало критику со стороны общественности. Многие недовольны качеством и видом нового жилья, а также уплотнительной застройкой городов, что влияет на комфорт и экологию города. Мне тоже не нравится уплотнительная застройка в Любляне, но с другой стороны я понимаю, что это неизбежно. Людям где-то нужно жить. Не идти же в лес к медведям. Ну и в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? Завтра в Любляне от плюс 15 до плюс 28, облачно с прояснениями. Спасибо, Алиса. Это как лайк, только лучше. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, подписываться на канал и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!